санаймын сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым арманы талайдың бағыма балаймын. Так, стоп! Витяйкин, өшір музыканы. За музыкальный вкус 5, за поведение 2. Саламатсыздар ма, оқушылар? Сегодня мы продолжим изучение казахского языка методом веселых ассоциаций, который называется Айна Сөздік, преподавателем которого является Жасын Уалиханұлы. Ал қазір екі парақтарымызды аламыз, диктант болады. Не болып түрлерің өзгеріп кетті ғой? Грим жағып алыңдар тағы. Кстати, это слово мы сегодня и выучим. Грим. Ребус, лицо плюс краска будет бет-бояу, грим. Первый бет-бояу на самом деле придумали еще индейцы. Современные девушки накладывают много бет-бояу на лицо. Девушки, помните, меньше бояу, больше бет. Известная группа «Братья Гримм» выступила в Талдыкургане под названием «Братья Бет-бояу». Мало кто знает, что перед традицией бет-ашар проводится традиция бет-бояу. Но чем больше у девушек бет-бояу, тем сильнее татешки кричат «Ятау». А самый известный в мире бет-бояуши — это Майк Тайсон. А вот если вам сделали плохой грим, это уже будет бэдж-бояу. Но это мы будем проходить на уроке английского, а сейчас мы изучаем казахский язык. И помните, ет-етке, бояу, бетке. Ну что ж, дети, давайте закрепим слово бет-бояу. Я буду говорить бет, а вы говорите бояу. Хорошо? Поехали. Бет! Бояу! Бет! Бояу! Бет! Бояу! Молодцы! Так, Ахметова, тақтаны сүрт. Сосын ана бетіндегі бет бояу сүрт. Ертелі саған. Так, кто видел, где мои көзілдірік? Я говорю, көзілдірік, где мои? Туф, вы же не понимаете, очки где мои? А, здесь? Записывайте. Көзілдірік, очки. Когда я нервничаю, чтоб мой левый глаз не делал дрык-дрык, я одеваю көзілдірік. Көзілдірік бывает двух видов. Солнцезащитные и вторые, чтобы выглядеть умным. А вот у меня солнцезащитные. А еще есть көзілдірік для одного глаза. Он называется монокль. Его придумал человек, которому сломали нормальные көзілдірік. Казахские девушки одевают солнцезащитные көзілдірік, когда лень краситься. А также есть көзілдірік, чтобы көз тимесін. Такие только у Кайрата Нуртаса. А когда Шакил О'Нил забивает трехочковую в баскетболе, это получается үш көзілдірік. А сейчас песня, которая звучала на корпоративе окулистов 6 раз. Көзілдірік төгілгендей, қара шашың өрілгендей, сенің нұрлы дидарыңнан күннің көзі көрінгендей. Көзілдірік, көзілдірік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Көзілдірік, көзілдірік, қойшы маған көңіл бөліп. Вот учу я вас целый день, а платят мне за это копейки. Еңбека много, ақы мало. Заработная плата переводится еңбек ақы. Дословно оплата труда. Еңбек сделал из обезьяны человека, а еңбек ақы сделал вечно недовольного человека. Ко мне приходят 3 вида СМС. Первое, когда пишет 112 о том, что трасса перекрыта. Второе СМС — это когда баланса на телефоне нету. И третье СМС о том, что на карточку упала еңбек ақы. А когда упала еңбек ақы, то пишет и Диана, и Сауле, и Айгуля. Когда вы достигаете пенсионного возраста, ваш еңбек ақы превращается в зейнет ақы, пенсию. Когда вам на работе поднимают еңбек ақы, соответственно, еңбек тоже увеличивается. А когда человек сочиняет про свою зарплату, то он становится еңбек ақын. Запишите: заработная плата, еңбек ақы, заработная плата. Айтпақшы, келесі аптада мұғалімдер күні. Как раз iPhone 6 шығайын деп жатыр. Так что осы бастан өздерінің сүйікті мұғалімдеріне не сыйлайтынын ойлап жүріңдер. Следующее слово — это пылесос. На казахском языке будет шаңсорғыш. Новая акция в магазинах бытовой техники. Покупаешь шаңсорғыш, а тебе в подарок сапырғыш. Сапырғыш — это веник, а то там спрашивают.
А очень старый пылесос называется шалсоргыш. У меня лежит дома. Ракета называется. А если вы с женой пойдете в магазин за покупками, то она превратится в ахшасоргыш. Запомнили слово пылесос? Шансоргыш. Шансоргыш – пылесос. Осы сонда кімнің таныстары бар? Маған паспорт жасау керек еді? А? О, молодец, Орынбаев! Рахмет, рахмет! Сочтемся, не переживай. Как говорится, земля круглая, парта квадратная. На уроки можешь не приходить. Следующее слово – паспорт. Переводится как «төлқұжат». Төлқұжат – это единственное место, где можно увидеть девушку без фотошопа. И Кайрата Нуртаса без очков. И запомните, сколько бы вы ни фотографировались, как бы вы ни одевались, в төлқұжат попадет все равно самое неудачное фото. А в Казахстане очень опасно терять төлқұжат. А то через пару месяцев выяснится, что вы кому-то покупали стиральную машину в кредит. Төлқұжат, паспорт, паспорт, төлқұжат. Заруби... В общем, Умпандар, жаттап миыңа құйып ал. Түн ортасында оятқанда маған ән айтып беретіндей бол. Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой төлқұжат. Так, стоп! В Казахстане заведение, где расписываются, называется не ЗАГС, а РАГС. Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед РАГСом свой төлқұжат. Следующее слово «рука» плюс «шатер» будет «қол-шатыр», зонтик. На самом деле хан-шатыр – это один большой қол-шатыр. Вот вы не знаете, а в ночных клубах дают коктейли с маленьким қол-шатырчиком. Меня ж туда пропускают? В Астане, если правильно рассчитать скорость и направление ветра, то на работу можно добираться с помощью қол-шатыра. А в некоторых зонтах есть даже окошки. А еще есть бас-шатыр. В Алматинской области нашли қол-шатыр, которым пользовался Қажымұхан Мұнайтпасов. Ну и закрепим. Қол-шатыр, зонтик, зонтик, қол-шатыр. Увалиев, хватит стучать по парте. Парта тебе не дабл. Барабан дабл! Когда казахи впервые увидели барабан, они так и сказали: «Смотри, что я добыл!» Как говорит Леонид Якубович, вращайте дабл! Дабл да, сектор приз! Известная поговорка «Да мне все по барабану» звучит «Маған бәрі даблға». Если вы хотите, чтобы у вашего сына было хорошее чувство ритма, назовите его Даблжан. А если у вас будет двойной барабан, то тогда будет дабл-дабл. Так что запомним на всю жизнь. Барабан, дабл, дабл, барабан. Келесі сөз. Так, Мукашев, не есіне отырсың? Ұйқың келіп отыр ма не? Сен түнімен ұйықтамағансың ғой. Матч Реал Мадрид Барселона қарағансың. Мессидің салғанын көрдің ма? Молодец, сен нағыз жанкүйерсің. Жанкүйер переводится болельщик. Жанкью дословно переводится как гореть душой. Вот я, например, жанкүйер, а Бекбулат айжанкүйер. Прям горит у него душа за Айжан. Вот так выглядит болельщик Ливерпуля. А вот так болельщик ФК Астана. Если вы настоящий жанкүйер, то кричите правильные песни. Какая боль! Какая боль! Все жанкүйерлер плачут 5-0. Какая боль! Какая боль! Все жанкүйерлер плачут 5-0. Следующее слово «соловей». Булбул. Казахфильм переснял мультфильм «Соловей-разбойник». Теперь он называется «Қарақшы Булбул». Интересно, как же придумали это слово? Анау құсты қара. Қайсы? Анау. Осы, Булбул. Булбул не умеет плавать, поэтому если Булбул упадет в воду, то будет буль-буль. Булбул окрыляет. Закрепим. Булбул, соловей, соловей, булбул. Ребус. Ветер плюс нога. Желаяк.
Бегун. Дословный перевод слова «ветреная нога». На данный момент самые ветреные ноги в мире у Усейна Болта. Человек, который проспал на работу, автоматически становится желаяк. Самым быстрым желаяк среди животных является гепард. А в 90-е годы был популярен боевик с Арнольдом Шварценеггером «Желаяк Адам». А у всех блондинок басында жель, поэтому их называют жельбас. Ну и закрепим. Желаяк, бегун, бегун, желаяк. Мырзамұратов, осы сені мектептегі ең тез желаяк дейді. Сол шын ба? Молодец. Онда шүберекті алда тез барып сулап келші. Слово «маска» на казахский язык переводится как «маска», но гуру казахского языка называют его «бетперде». Я лично говорю «бетперде». Так что если вы где-то услышите слово «бетперде», знаете, что оно переводится «маска». Девушки на ночь себе делают бетперде из огурцов. На Новый год все обычно устраивают бал бетперде. Что? Медицинская маска будет медперде? Нет, это неправильно. Знаете, для любого грабителя очень важно ходить на работу в чистой бетперде. Где? В бетперде. Закрепим бетперде, маска, бетперде. Бүгін сабақтан кейін барлығымыз қалып, класты жинаймыз. Біздің кабинетті сарайға айналдырамыз. Так, стоп. Сарай вообще-то значит дворец на казахском языке. Записываем. Казахские девушки говорят: с любимым рай и в сарае. Легко запомнить скороговоркой. А рай пошла в сарай, чтоб петь дуда-рай. Если сложно запомнить скороговоркой, тогда запомните песней. Это арабский сарай, он самый красочный в мире. А вот сарай в Древнем Риме, а здесь московский сарай. Но это так не для всех. Для пастуха Жолымбета сарай не это, а это его любимый сарай. И хорошо, что он не видел итальянский сарай. Осымен айна сөздік аяқталды. Енді мен сендермен сабаққа қатысуларың жайлы туралы сөйлескім келіп отыр. Журнал бойынша менің алдында 30 оқушы отыру керек. Неге 35 оқушы отыр, а? Мен әлі өзімнің достарымды санап тұрған жоқпын. Келесі жолы тексеремін. Алмат, Джонатан, кеттік.